Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская республика». В студии Алла Муртазова и в начале главные темы выпуска. Наилучшие показатели. Мы должны быть готовы на все. Война в любое время может прийти к нам домой. Рамзан Кадыров провел расширенное совещание. Обсуждалась социально-экономическая ситуация и вклад республики в специальную военную операцию. Уникальный объект. Перемещение по школе станет более комфортным. Ученикам не придется выходить на улицу для того, чтобы перейти в другой блок. Строительство самой большой школы на юге России планируется завершить в этом году. Борьба с вредоносным сорняком. На этой площади нами установлены карантинные фитосанитарные зоны. В Чеченской республике начался покос аллергенной амброзии. Какие меры принимаются, расскажет наш корреспондент. В правительстве Чеченской республики прошло расширенное совещание под руководством главы региона Рамзана Кадырова. На повестке вопросы, касающиеся социально-экономического развития субъекта, а также специальной военной операции. Продолжит Турплали Тайсумов. Защита государства на территории проведения специальной военной операции и укрепление социально-экономических показателей субъекта – это основные темы совещания под председательством главы Чеченской республики. В начале встречи вместе с членами правительства, силовиками и соратниками Рамзан Кадыров отметил, что безопасность субъекта и всего государства имеет первостепенное значение, такую же важность, как и экономический потенциал нашего региона. Республика ситуации хорошо. Хал стабильный дон, правильное направление развиваться, что Бог дон, шорт был. Говорим, что улучшать их что самое важное дон, направление войны, социально-экономическое развитие дон, безопасность дон республики. Царил даже главное важнее дон, поддержать дон направление свободы. В текущем состоянии социально-экономического развития Чеченской республики дон и сразу второй дон. Вопрос дон, состояние дон, направление СВО, как начальник штаба дон, Дауд дон, направление доклад дает. Председатель правительства Чеченской республики, начальник регионального штаба по оказанию содействия в проведении специальной военной операции Магомед Даудов доложил о результатах соцэкономразвития региона. С начала текущего года объем промышленного производства вырос на 28,3%. Ввод жилья стал больше на почти 53% и составляет 1 миллион 188 тысяч квадратных метров. Средняя зарплата теперь 39 971 рубль, а уровень безработицы 6,9%. Рост розничной торговли составляет около 108%. Объем продукции сельского хозяйства увеличился на 4,6% и составляет 16 миллиардов 906 миллионов рублей. Общий объем средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию региональных проектов, более 36 миллиардов. План по налоговым и неналоговым доходам уже выполнен на 118,2%. За первый квартал текущего года объем инвестиций в основной капитал более чем 20 миллиардов, с ростом почти на 110%, а объем внебюджетных инвестиций стал больше на 129,9%. Правительством прорабатывается на федеральном уровне проблемные вопросы по итогам ваших обращений в адрес руководства страны, Рамзан Ахматович. Первое – это строительство мусороперерабатывающего завода «Экотехнопарк» стоимостью 3 миллиарда 580 миллионов рублей. Второе – строительство электрических мощностей для нового микрорайона имени президента России Владимира Владимировича Путина. В-третье, включение 3 объектов Чеченской республики в федеральную адресную инвестиционную программу развития СКФО с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета 3 миллиарда 864 миллиона рублей. Ведется работа по снижению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет республики и снижению зарегистрированной безработицы до 5% до конца 2024 года. Успешно реализуются мероприятия в рамках государственных программ и региональных проектов. Уверен, уважаемый Рамзан Ахматович, что при вашей поддержке мы сможем решить все поставленные задачи.
С начала противостояния киевскому режиму с территории республики туда направлено 45 259 бойцов, в том числе 18 603 добровольца. Этот показатель абсолютно лучший среди субъектов России. Причем на 14 главных позициях в зоне военных действий находится около 10 тысяч наших бойцов. За мужество и профессионализм 5500 солдат удостоены государственных наград. Отлично налажено обеспечение подразделений военной техникой, предметами связи, обмундированием, амуницией и продовольствием. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова закупил на нужды армии 1766 единиц спецавтотранспорта, машины скорой помощи, в том числе 201 бронемашину. С первых дней операции и до настоящего времени жителям освобожденных территорий направлено 26 365 тонн гуманитарного груза. Региональный общественный фонд уделяет большое внимание вопросам лечения и реабилитации раненых сотрудников, оказания им материальной помощи. Итого, на сегодняшний день текущие расходы на СВО Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова составляют 33 миллиарда 367 миллионов рублей. Уважаемый Рамзан Ахматович, выражаем вам особую благодарность за постоянную поддержку наших бойцов, а также ваш личный вклад в формирование, обучение и снабжение боевых подразделений Ахмат. Наши бойцы чувствуют вашу поддержку, что укрепляет их боевой дух и решимость мужественно сражаться за нашу победу. Их самоотверженные подвиги на поле боя вызывают у нас гордость и восхищение. Мы твердо убеждены, что победа будет за нами. Новые успехи, такие как взятие под контроль территории Волочанска, это заслуга в том числе чеченских подразделений Росгвардии, подчеркивает руководитель субъекта. По его словам, солдаты ВСУ сами начали создавать позиции, видя бессмысленность дальнейшего сопротивления. Генерал-полковник находится на постоянной связи с Апти Алаудиновым, заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны Российской Федерации, всегда докладывает о событиях в ходе военной операции. Как вы знаете, каждый день на связи с ними, направляли Волочанск, сами начали сдаваться, укропы, фашисты, нацисты, бедолаги, которые их собирают и направляют на фронт. Сегодня мы как раз разговаривали. Он говорит, их не нужно сейчас брать в плен, они сами идут сдаваться. Поэтому дух боевой. Мы здесь думаем, как бы вам помочь, чтобы сделать для вас нового. Он говорит, у нас все есть, мы самые обеспеченные среди всех подразделений, которые здесь существуют. Я говорю, нам нужно что-то новое найти для вас. Так что на фронте, на передовой, у нас тоже дела идут хорошо, война есть война, не без потерь. Главная победа. Главное, чтобы этот сатанизм не выиграл. Мы видим, какую пропаганду они несут в мировом сообществе, что они предлагают нам, кем они хотят нас сделать. Мы никогда это не примем, и лучше мы 1000 раз умрем, чем это принять. Поэтому я призываю всех, кто меня слышит, граждан России, не России, мусульман, всех, чтобы они встали против этого зла, где бы они ни находились, в Европе, Западе, арабских странах, чтобы они были против этого зла. Они против мусульман, против христиан, против всех религий, против человечества. Поэтому надо объединиться и стать, где бы он ни был, если он сделает просто шаг против них, он уже человек, он уже сделал правильное дело. Молодые и крепкие ребята, живущие без занятости, должны проявлять интерес к возникшей непростой обстановке. Если человек патриот своей страны, его задача помочь братьям и пополнить ряды вооруженных сил, особенно если учитывать, что в субъекте есть все условия для создания новых армейских подразделений МВД, Росгвардии и Министерства обороны Российской Федерации. Чеченцам, хочу сказать, что надо собраться, надо
молодежи, которая ходит там просто так там, по городу, выходить на штаб, записаться. Мы будем создавать полки, батальоны. Мы должны быть готовы. У нас есть оружие, техника, у нас есть деньги, у нас есть все. Мы должны быть готовы на все. Да. Война идет не на территории, там, не на границе. Война в любое время может прийти к нам домой. Да. Мы видим, на что способна да, НАТО, ЕС, Запад, Европа. Да. Поэтому Украина не воюет, у Украины нет зарплаты даже. Они не могут снабжать да, даже да, электричеством, да, газом, зарплатой. Да. Не только говоря о войне. Да. Это просто да, выбранная арена, да, как в свое время выбранная была арена Чеченская Республика против России. Да. Поэтому мы должны быть готовы, чтобы наши дети были мальчиками и девочками, а родителями отец и мать, чтобы мы соблюдали религию, да, соблюдали обычаи, традиции, да, чтобы мы были хозяевами да, своего дома, родины, чтобы мы были верны своему государству. Да. Поэтому мы должны объединиться, мы должны быть на передовой и впереди. Да. Это священная война. Хвала Всевышнему, да, Аллаху, что нам дал возможность воевать против этого зла. Да. Возможность, я имею духом, иманом, исламом, да, возможностям финансовым. Да. Спасибо руководству, государству, что дает нам вооружение любого да, типа оружия. Да. Техника у нас есть, да. Форма, одежда, да, самая лучшая экипировка. Да. У нас все есть, у нас лучшая подготовка. Да. К нам идут добровольцы со всей России. Да. И мы так будем продолжать воевать да, и уничтожать до последнего. Да. И поставим да, на колени этих шайтанов да, и их главарей. Да, иншаллах, да, или уничтожим, или заставим извиниться да, и встать на правильный путь. Да. Такая позиция должна быть каждого человека, руководителя региона, гражданина нашего государства и не нашего государства, любого человека до мира. Да. Против этого сатанизма надо воевать всем вместе. Да. Хамзат Кадыров, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, доложил о текущих результатах работы ведомства. С его слов ведется активная работа по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе в школах и вузах. Глава региона напомнил, что профилактические беседы с подростками и встречи с населением должны вестись регулярно, дабы не произошло какое-либо чрезвычайное происшествие. В качестве примера Рамзан Кадыров привел ситуацию, настигшую Дагестан. У нас новый руководитель Совбеза, да, Кадыров Хамзат Зелимханович, да, как идет ваша работа, да, расскажи. Также выработаны предложения для повышения эффективности взаимодействия между правоохранительными, муниципальными структурами и духовенством. Основной акцент нами направлен на оценку эффективности мер профилактики экстремизма и религиозного терроризма. Также внимание направлено на защищенность объектов образования к началу учебного года от террористической опасности. Нами были приложены все необходимые усилия для сохранения нашей республики мира и процветания. Уверен, что мы достойно будем следовать пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, да Аллах Обалдуэцин, Рамзан Ахматович. Все, что нам удается сделать, и все наши успехи в начинаниях, это результат вашей поддержки, внимания. Я благодарю вас и заверяю, что мы будем продолжать работу усиленными темпами. Надо активно включиться в работу, взаимодействовать со всеми структурами, выявлять слабые места, проводить совещания, выработать механизм, если есть проблема, как решить эту проблему, что если есть республики, проблемные направления, любых направлений, начиная с экологии, заканчивая террористического характера. Вот мы видели последний
вот, случай в Дагестане, да, что было, да, не застрахован никто до этого, да, это может в любом месте случиться, да, если мы не будем, да, открытыми глазами, да, смотреть и слушать везде, да, искать их ячеек, да. Это большинство там в соцсетях сидят, да. Есть и разные медресе, да, как начинают изучать, да, только начинающие, да, муталими, да, как они первые азы, да, выучили, да, они заходят в интернет и уже становятся они, да, великими, да, исламоведами, да, и потом они начинают от себя выносить, да, фетвы, да, и начинают, да, вести заблуждение, да, молодежь. Поэтому надо смотреть, да, работать, да, заставить, да, тех, да, руководителей медресе с теми, да, муталями, да, чем они занимаются, как они занимаются и как они ведут себя. Да. Они должны знать, что они несут за них ответственность. Надо подключиться, да, именно в этой работе, да, сильно, да, ФСБ, да. У вас есть возможности больше, поэтому ФСБ, МВД, там все должны подключиться, да, полностью, да, чтобы, да, не один, да, человек, да, чтобы не было у нас в республике, да, такого, да, характера, да. Глава республики также отметил, что пустые провокационные разговоры про западных псевдоичкерийцев не имеют никакой силы и основания. Их задача выполнить требования своих кормильцев, очернить руководство региона, чтобы посеять раздор между властью и обществом. Эти провокаторы ничего хорошего не скажут, отмечает политик. Таким жалким клеветникам всю жизнь приходится бегать из города в город в поисках безопасности. Им всегда кажется, будто бы их кто-то преследует. Услышали, а значит уже опасен он. Зашел он в интернет, интересуется, да, он ихними там сайтами, да, смотрит он, да, всяких этих шайтанов, да, слушает он, уже, да, надо смотреть, да, слушает этих блогеров, уже он нечистый, да. Ему должно быть западло слушать тех людей, которые там нету чести и совести, да. Слушает он, вот надо его заставлять работать, да, то. Он бездельник. Какие-то сценарии, там они там начали себя убивать, там потом обвинять другого, там, потом это, там, ну, какие-то кукольные театры уже начали вести. Там. Один раз один Чингачгук, второй раз Чингачгук появился, второй. Они должны понимать, что мы стреляем точно, да. И он никогда не возвращается в эту жизнь обратно, да. И поэтому кукольным театром мы не занимаемся, да. И не знаю, да, разговаривал, да, я сказал, да, оставь его, да, ему интересно, да, вот сейчас мы что-то сделаем, да, всему миру там будет о чем говорить, там, 16-летний сын Рамзана Кадырова убил там этого, там, и из него станет героем. Он никто, да, он не достоин, да, того, что ты его убил, да. Мы знали, да, он даже с города выехал, да, последнюю ночь в другой город, да. Мы знали, где он находится, мы знали, где он, каждый его шаг, да. Мы могли его сразу, да, убить на том же месте, да. Просто мы его оставили из-за того, чтобы, да, из него не сделать героя, да. Вот его смерть будет таким же. Вот сами его уберут, да, вот. Как убирает других там, его время придет, когда он будет ненужным. Он сейчас на Моссад работает, он работает, другой работает там. Они не против нас работают, они против российской системы там работают, там через Чеченскую республику там они работают типа, вот видите, Чеченская республика навели порядок, вот там похищают людей, там непорядок, там это, вот так тоже ожидается у вас там в других местах, там у них политика это, им не нравится, что Россия там уничтожила
здесь терроризм, навела порядок, здесь нормальная жизнь, не только восстановила новое строительство, новые города, новые районы строятся. Им это нравится, растет население, почти 600 тысяч населения. Они хотели, чтобы Россия уничтожила Чеченскую республику. А Путин, возродил республику, дал возможность строить мечети, медресе, он дал возможность, столько даже не мечтали наши предки. Вот если даже наши предки увидели бы, они умерли бы от радости, все это. А эти шнурки, которые никогда не знали, что такое религия, никогда не молились, и они сегодня говорят о религии, хотят нас чему-то научить. Поэтому вот кто слушает их, вот уже он не на правильном пути. Вот он зашел туда, если он должен написать: ты не мужчина. Тебе доказали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 раз, что ты врешь. Ты ни разу не постеснялся, не извинился, ты не исчез из этого экрана. Ты ни разу не поругал того человека, который в Швеции сжигал Коран, или других, которые нарушают обычаи, традиции. Ты говоришь, это их законы, а законы наши ему интересны. У нас законы, российские законы, чеченские законы. Мы часть территории Российской Федерации. Мы Россия. И кто бы что бы ни говорили, это российское государство. Мы живем в России. И мы никому не дадим право с нами, возможность даже заигрываться. Работать надо жестко, уголовный розыск, оперēt, все Поделиться надо информацией с ФСБ, с Росгвардией, с МВД, со всеми поделиться информацией. Намерений даже не было, чтобы можно даже думать о шайтанах . Правила дорожного движения также должны соблюдаться неукоснительно. Сотрудники госавтоинспекции обязаны пресекать любые попытки нарушения законов за рулем. Это опять-таки безопасность населения и автолюбителей. Касаемо распространившимся вопросом внешнего вида, Рамзан Кадыров дал понять, что ношение платка в виде хиджаба – это осознанный выбор мусульманки, и никто в мире не имеет права запрещать ей соблюдать религиозные требования ислама. Однако традиционный арабский никаб – это национальная одежда людей Востока. В нашей культуре такого одеяния не было никогда. Правила дорожного движения, жестко надо контролировать. К нам идут очень много гостей, разных вероисповеданий, религий. С уважением, поприветствовать, помогать. Сотрудников надо обучать, полк, который у нас охраняет город, помогать, где, что, сотрудники ГАИ. Надо предупредить, они помогают, больше помогать, надо смотреть, что, как, где, Ихняя форма одежды нас не волнует, это ихняя форма одежды, Нас волнует форма одежды, наших. Мы говорим, призываем, не наказываем, мы просто призываем. Моя дочка старшая здесь сидит, это ужас. Я ее не принуждал, Я ей объяснил, по шариату, когда 12 лет, надо закрываться, И она я сижу, если я неправду говорю, тогда мне грош цена, она сама, одела платок, Я и чужим тоже не говорю, чтобы насильно, надевали платки, мы призываем. А те, кто говорят, чтобы не одевали, хиджаб, это враг ислама, Мы против паранджи, который лицо закрываем, мы против этого, Мы не позволим здесь ходить с этой, чухтой. А кто скажет моей дочке, снимать хиджаб, я его сразу убью, Сразу я его расстреляю, кто бы это ни был, Это враг,
мой личный враг, враг ислама. Да. А кто, ну, это не форма ислама, это паранджа. Это форма арабская. Да. Поэтому, кто хочет носить эту форму, пусть едут туда, где носят. А те какие-то депутаты, да, не депутаты, я их знать не знаю, да, это чьи-то работники. Да. Они не хотят, чтобы мы мирно, дружно жили в нашей родине, многонациональной стране России. Да. Президент нам дал возможность жить мирно, в дружбе. Да. И наши братья, да, не говорят, что русский, чеченец, христиан, буддист там вместе воюют там. Вместе защищают бок о бок нашу страну. Бездельники, которые ничего не делают для страны, бегают за платком. Мы против этого. Мы станем против этих шайтанов. Для меня этот же шайтан и тот шайтан одинаковый шайтан. По словам первого заместителя председателя правительства субъекта, министра автомобильных дорог региона Айсы Тумхаджиева, труды в дорожной отрасли также на высшем уровне. Сейчас ведутся работы на 116 объектах по нацпроектам. Развязки и дорожные сети строятся согласно плану. Я вчера проверял, господин Тумхаджиев, твою работу, и очень хорошая дорожная инфраструктура республики развивается, как дальше хочешь продолжать работу, деньги есть у тебя, или у меня будешь просить денег сюда. Начал на 12 миллиардов, 2 вывозил. Программа развития дорожной отрасли и нацпроект безопасной и качественной дороги в 2024 году ведутся работы в 116 объектах. Из них 75 объектов безопасной и качественной дороги нацпроекта. Из 75% объектов, а 54 объекта Грозинской агломерации. Везде работы ведутся, Рамзан Ахматович, на опережении. Белошлик Табюшкун, они Ахил командиции, Хабир Цани, Развязки, они Рамзан Ахматович, в каких-то городах выдача Киченхам 28 года, Юрер, 29, 30, 31 года, Чекирер Бошлука, Ундересхил, они Хоша Чекирюза. А также Рамзан Ахматович, Хинсаца Шикодиду, Хохвача Болжамасан, Хуш Ислам Астин Дондата, Чховой Махко Масарахон, Баркалдерис, Обход город Гудермес, Хинсица, текущий ремонт Турштигани, да, Ойлиш Перемежуткаха, Гудермес Водючен, Дагата уже сразу Гучдала Куэдондата, Дересхон, на 1 декабря до конца обход город Гудермес Рамзан Ахматович, Набуларбой, а также ведущий на 59 километре, 59 и 69, 10 километров, и Цабил Шуй Рамзан Ахматович Дабючбон, на 42-59 километров ведущий экспертизы, чьон проект Аши Белошбешбон Рамзан Ахматович, Р-217 пригородный Хачубошбон, 08 yani Хошецун контракт Ходун и Орбон, и на 24 на 25 год Рамзан Ахматович, и Белошвой Чех Борбон, обход города Грозный, Мескер Ойлор, Тадюльдела, уже экспертиза, чьон Рамзан Ахматович, Хошер контракт Халжин Белошвой Дабулурбу, первый этап Ишта развитие дорожного отрасли, Шадик Хабирка, Рамзан Ахматович, стоит стадон чинани, стоит баш, ицул проблем худшат, он уже тогда чани. Проблемные вопросы, по словам главы республики, все же имеются. Для их решения создана специальная комиссия. Руководитель любого министерства и ведомства обязан лично выезжать с инспекцией и строго следить за тем, как сотрудники выполняют свои служебные обязанности. Он поручил председателю правительства Чеченской Республики Айшат Кадыровой взять это направление под контроль. Министерство культуры, просто сверху, взяли, проверку, министр, районы, не ездит, зам свою работу делает, мы каждый в министерство, все министерства ходим проверять, и чем они будут заниматься. Если вот так будет продолжать работать, все
те средства, которые ты вложила, огромные суммы денег, которые ты сейчас вкладываешь, даже не дожидая выделения средств из федерального бюджета, ты взяла из фонда 100 миллионов в Минкульт, чтобы вложить, чтобы начинать объект. Ты вкладываешь, а некоторые оттуда забирают и не знают, чем они занимаются. Посмотри, если кому-то не интересна работа, посмотри, чтобы человеку была интересна работа, чтобы в районах развивалась культурные центры, дома культуры работали. Инструменты это дорогие инструменты списывают и а пандер из пандер рядом списать бухабуки списать пандер там очень я то же самое инструмент сейчас Schildzoll das er просто около хакера фудеш до шуэлч це хайль информация саболч хайль информация das хилца дешти хаяжи das когда мосо министр Minfindi hade проверка gjorde jag das och mildo och jag och jag och lildo когда hur das я секретарь собе проверяют, что он отчет, что он полный министерство должен точно владелит, что он министр без бог каждый министр должен если школа или из Дина Цан районе школе выучиваться, детский сад выучиваться, для больницы выучиваться, из дом культуры выучиваться, для объекты выучиваться, уже он не работает. И что мухит он должен посещать один объект. Если он заместитель выйдет собой, что он аж так, это уже не работает. Амад газеты его везет. радио, вез телевидение, вез звук, вез шибал шин бойзер, мы бойзер, нах бойзер, будто настроение хурда, мосуна хурда, он вез хандон, шишидон, техник елчего, вез фильм елчего, вез звук, вез он поряд его, вез домой вечер, до донаш новым надоели. Шиши балти, он выдавишь, художаешь сальч, он вахуж дастон, он балхур бастон, на бозер бастон, не дон настроение хур дастон, цец халаур, цец эшеллох, цец дон, цец свамлуш дон. Региональные власти таким образом проявляют свою обеспокоенность и заинтересованность в улучшении качества жизни на территории субъекта. Предела совершенству нет, а значит необходимо продолжать усердно трудиться. Турпал Али Тайсумов, Магомед Басаев, Сайцелем Ампукаев и Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Эли Кадыров провел встречу с президентом Азиатской бойцовской лиги «Ахмат» Надыром Кадыровым. Генеральный директор республиканского спортивного клуба «Ахмат» выразил уверенность, что совместные спортивные мероприятия принесут новые достижения спортсменам ММА и прославят имя клуба. Кроме того, региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова выделил 50 миллионов рублей для развития Азиатской бойцовской лиги. В свою очередь Надыр Кадыров отметил, что выездные турниры и первые пояса лиги «Ахмат» были разыграны именно в Узбекистане. Также поблагодарил благотворительную организацию за ценный подарок. Ассаламу алейкум, рады приветствовать вас на нашей земле. Как мы знаем, наш глава уделяет огромное внимание развитию спорта, в частности, смешанным единоборством. За плечами бойцов клуба «Ахмат» огромное количество побед на международных турнирах. Но особенно приятно, что имя первого президента Чеченской Республики носит также и бойцовский клуб ММА «Ахмат» из Узбекистана. Уверен, что совместные спортивные мероприятия будут способствовать новым достижениям наших спортсменов ММА и прославлять имя клуба «Ахмат». Данное взаимодействие позволит не только обменяться опытом, но и укрепить наши братские отношения.
Также хочу сообщить радостную весть о том, что региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова Алазот Побалдауцин принял решение выделить 50 миллионов рублей для развития азиатской бойцовской лиги ММА «Ахмат». Уверены, что такая финансовая помощь позволит вывести спортивное единоборство Узбекистана на новый уровень. Валейкум ассалам, Элли Рамзанович. Благодарю вас за приглашение. И в свою очередь также хотел поблагодарить общественный региональный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики Далазот Обалдойл. Нас радует тот случай, что первые выездные турниры и первые пояса Азиатской лиги Ахмат были именно разыграны в Узбекистане по направлению ММА, профессионального бокса, а также K1. Благодаря основе клуба Ахмат Чеченской Республики мы достигли таких высот. И опять-таки же, кроме слов благодарности в адрес уважаемого Рамзана Ахматовича, опять же хочу поблагодарить общественный региональный фонд за неоценимую поддержку. Такая огромная сумма будет стимулировать для роста и укрепления и выдачи более высоких результатов наших спортсменов. Огромное спасибо. Ахмат Сила, Аллаху Акбар. Амброзия растет в нашей республике практически повсеместно. Вред этого сорняка в районах массового ее распространения исключительно велик. О том, как с ней борются инспекторы Кавказского управления Россельхознадзора, в репортаже Рамзана Абуева. В селении Алханкала идет активными темпами покос амброзии. Хотя существуют разные методы борьбы с этим опасным карантинным сорняком, скашивание считается наиболее эффективным в границах населенного пункта. Амброзия, несмотря на свое красивое название, представляет серьезную угрозу как для местных экосистем, так и для людей, чувствительных к ее пыльце. В период цветения, который в нашей республике приходится на август, наблюдается увеличение случаев аллергических реакций. При проведении обследований на территории Чеченской Республики выявлено более 30 тысяч гектаров амброзии плодоносной и природельной. На этой площади нами установлены карантинные фитосанитарные зоны в соответствии с требованиями закона о карантине растений. В отношении владельцев, пользователей земельных участков нами направлены программы по локализации и ликвидации карантинного сорняка. В рамках борьбы с амброзией полынолистной созданы оперативные штабы в муниципальных образованиях. Также организовано сотрудничество с Минздравом. Корневая система сорняка проникает на глубину до 4 метров, а высота стебля достигает 2,5. Амброзия сильно угнетает культурные растения. Она использует 2 раза больше воды для формирования единицы сухого вещества по сравнению с зерновыми колосовыми, что приводит к истощению почвы. Вместе она снижает ее плодородие, вынося из нее значительное количество питательных минеральных веществ. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора успешно выполняет широкий спектр задач по защите населения от заболеваний, общих для человека и животных. Оно также отвечает за контроль в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и обеспечения качества зерна. В каждом сезоне мы акцентируем наше внимание на тех или иных актуальных задач. На текущий период это выполнение мероприятий по борьбе с карантинными сорными растениями, которые значительно усложняют пребывание в республике гражданам, страдающих аллергическими заболеваниями, мониторинг состояния производимой пшеницы, а также оформление обязательных ветеринарных сопроводительных документов. Задач перед нами много, благо взаимодействия всех ведомств и структур нашей республики на высшем уровне, поэтому нам остается лишь ответственно выполнять поставленные перед нами задачи. В 2022 году управление интегрировало в свою деятельность искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать все входящие документы, выявлять нарушения, требующие первоочередного внимания. Так, за первое полугодие 2024 года с ее применением было выявлено 2756 нарушений закона. Наиболее актуальной проблемой на текущий период является несанкционированный выброс биологических отходов. Это остатки убоя крупного мелкорогатого скота. И в рамках контрольно-надзорных мероприятий нашими инспекторами проводятся контрольно-надзорные мероприятия, то есть выездные обследования
на окраинах населенных пунктов для выявления таких случаев. Инспекторами регионального отдела ветеринарного надзора с начала года пресечен ввоз в республику свыше 1000 голов мелкого и крупнорогатого скота без ветеринарно-сопроводительных документов. В то время, когда участники оборота продукции животного происхождения должны в обязательном порядке оформлять на товар электронные документы в госсистеме «Меркурий». Это помогает исключить продукцию сомнительного качества. Рамзан Абуев, Саидамин Мусаев, Вести, Чеченская республика. В селении Новые Атаги завершается строительство современной врачебной амбулатории, рассчитанной на 100 посещений. В настоящее время специалисты занимаются внутренней отделкой и монтажом окон и дверей. В учреждении предусмотрены все необходимые кабинеты и оборудование для оказания широкого спектра медицинских услуг. В ней будут работать специалисты различных профилей, терапевты, педиатры, стоматологи и другие врачи, которые будут оказывать квалифицированную помощь жителям села. Возводится она в рамках национального проекта «Здравоохранение». В Грозном ведутся заключительные работы по возведению одной из самых крупных школ в стране. Она сможет разгрузить сразу несколько секторов, расположенных в Ахматовском и Байсангурских районах. О новом объекте расскажет Медина Мударова. Самая большая школа на юге России. Общеобразовательное учреждение на 2500 мест расположилось в Байсангуровском районе на территории 4 гектаров. Работы стартовали в марте 2023 года, а теперь на финишной прямой. Закончить планируют в конце текущего года. В 5 блоках идут отделочные работы, укладка линолеума, покраска, установка плинтусов. Параллельно мы начали благоустройство. Это укладка тротуарного бордюра, брусчатки и устройство зон отдыха. Школа состоит из 6 блоков. На данный момент идет строительство 4-го. В нем будет располагаться столовая на 1250 мест, 3 спортивных зала и актовый на более 1000 человек. Первые 3 предназначены для начальных классов, 5-й для средних, а в 6-м будут обучаться старшие классы. Все блоки будут соединяться вот такими теплыми переходами. Их здесь будет 5. А перемещение по школе станет более комфортным. Ученикам не придется выходить на улицу для того, чтобы перейти в другой блок. На территории появится футбольное поле, 2 универсальные спортивные площадки для баскетбола и волейбола, а также скамейки и освещение. Строительство объекта ведется в рамках госпрограммы развития образования. Работы идут согласно графику. На объекте трудится 165 рабочих и 9 единиц спецтехники. Материал, техника, обеспечение, Специализированные кабинеты, современное оборудование и квалифицированные педагоги. Создаются все необходимые условия для эффективного обучения. Новая школа будет не только местом получения знаний, но и настоящим центром образовательной инновации, где каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Анзор Тураев, Вести, Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.